5 часов утра, ребят. 9 октября. В окне, видите, немножко начало рассветать. Сейчас я тоже уже просыпаюсь, встаем. Будем собирать рюкзак на печке. Надеюсь, слышно, журчит чайник. Закипел чайник, сейчас буду пить чай. Вот такие утра. Вроде на улице тишина сегодня. Вчера так гудела, погода вообще ужасная была. О, расцветает. Ладно, темно сейчас, ребят, пока. Встаем. И сегодня будет очередной поход в тайгу в надежде добыть глухаря. Очередной поиск глухаря вообще. Смотрим, что из этого получится. Так, 6 часов, путаю. 5 часов 20 минут времени сейчас. Собак накормил, кашу с налимом дал. Завтракают, в общем. И я тоже нагрел творог на печке, потому что на улице сегодня дубак. На улице минус 3 градуса, заморозки. Такая корочка получилась, заморозки. И ветрено все-таки. Лес гудит. Но все равно с утра решил так, что мы сегодня сходим на лесопонтовскую вырубку, посмотрим там. Хочется там побродить. В южную сторону, в общем, пойду. Рюкзак уже у меня готов. Там тормозок взял
для себя, для собак тоже. Где-нибудь посидим, чтобы покушать, посидеть. Патроны, навигатор взял. Потому что сегодня 100% придется по навигатору ходить. Не по тропинкам, а по так вот блуждать. Именно вот там, сям. Творог люблю с песком сахарным есть. С детства меня так приучили. Очень нравится. Что кефир. Также с песком сахарным. Некоторые кашу кушают с песком, но я вот это никак не мог себя приучить к этому. Кашу с маслом кушать надо. А вот это я... Может, и некоторые тоже будут судить меня, что я с песком творог ем, но с песком вкуснее. Вчера я поймал какую-то волну. Все волны сейчас на китайском. Все. Что, ну, одна волна попалась. Какая-то китайская волна. Но комментирует на русском. И вчера вечером хоть немножко послушал радио. Не политика там была, просто вот про Китай. Вот. Ну, все на Китае. В общем, Китай захватил весь мир. Так что Великая Россия, одно название гремит, а от России ничего не осталось. А вот Китай, да, Китай это уже сила. Без Китая никто ничего не может. Все делает Китай. А что Россия? Но ничего не ловится. Не растет кокос. Где-то еще полчаса у нас времени есть. В принципе, уже можно сейчас выйти в тайгу. Где-то мне 2 километра придется так идти вот по гуще леса, зная, что там ничего нету. Я уверен, что там ничего нету. А там уже выйдем более на просторные места, болотистые места, вырубки, дороги. Может, и косачей встретим. Не знаю, гадать не будем. Давайте, сейчас я позавтракаю и пойдем побродим вообще. Тулан как-то себя странно ведет, ребят. Потихоньку идет в ту сторону. Осторожно почему-то. Думал, свежий. Подался кто-то. Пошел куда-то вот туда. Айда вот для них, как всегда. Что он так осторожно идет, я не понял. Возвращается. Куда-то он туда направляется. Старые. Копытный какой-то.
никакого следа нету. Или медведь, блядь. Не могу понять. Царапины есть вон так. Это рога или ногти, когти. Ладно, идем дальше. Так и не понял, чьи эти следы. Рога или когти тут. Вроде кто-то бодался. Но так копыта я не вижу следов. Все, не лает ничего. Куда-то ушел он. Да, Мунадин, Мунадин. Целый день по такому сосняку я буду ходить. Куда он ушел? Ладно, пойдем мы дальше даже. Что-то осторожно, внимательно присматривался он туда. Потихоньку как-то интересными шагами пошел. Вроде кто-то ломанул зарыве. Чего он не лает? Слышите? Никак не могу понять, кто это. Это медведь плюется. Давайте сходим, посмотрим. Следы должны быть все равно. Почему он не лает, блин? Очень громко под ногам. Слышите, далеко уже лает. Вот это уже вообще свежие. Давайте сходим на лай. Это какой-то зверь был. Трасса перестала. Или олени, или медведь был. Все еще лает. Перестала.
свежие следы оленя. Это уже старые. Как я увидел собаку, когда он насторожился, мне надо было тоже остановиться, потому что зверь вообще рядом уже, оказывается, был. Два раза я услышал, как фыркнул. Или медведь как будто плюется. Или же еще какой-то звук интересный для меня. Первый раз такое слышу. Но Тулан побежал за ним, блядь. Не знаю, кто он когда вернется. В сторону восхода они побежали. Ладно, меняем курс. Пойдем по своим группам. Сейчас по пути они нам будут. Дошел до первой вырубки, ребят. Тулан так и не вернулся. Я не стал уже его ждать. Иду дальше. Айда вон там. Далеко летит. Сейчас более-менее начал работать тут. Вообще под ногами буталось это, бля. А здесь какой-то запах, может, учуяла, может, еще, но активно стала бегать. Значит, кто-то тут был, какая-то бурая птица. И хвостом виляет. Местами попадается брусника, штучно так. Ой, блин, Тулан. Он пес, оказывается, вязкий к зверю. Полдня будет там бегать. А у нас там впереди ручьи будут. Ни разу не лаял потом. А ручьи для него это преграда. Воды как огня боится. Как же он нужен был мне сегодня. Он, наверное, не придет. Он по своему следу лучше в избу пойдет. Усиливается ветер. Ну, Айда, конечно, активно там виляет. Может быть, где-то кто-то есть, глухарь или глухополуха. Чувствует. Как же Тулан мне нужен был. Нам ведь еще идти очень далеко. 2 собаки он не более, лучше что ли работает, или я не знаю. Блин. То одно, то другое, блядь, все против. Я не знаю, вот как хочется, но никак не получится.
активизировалась, айда. Наконец-то. Там, где стоял, я подсвистывал, даже звал Тулана. Он полдня, может, будет бежать за этими оленями. Как думаю, это олени были. Фыркнул 2 раза, я слышал, так фух. Может, то медведь, я не знаю. Останавливались, видно. Собака 2 раза в 2 местах лаял. Ладно, ребята, идем дальше. Это последние вырубки, которые вот в этом районе вырубали лес. Потом перестали. Ушли в другие места. Но подсад красивый уже вон. Новый лес выходит. Видите? Тут не сажали ничего. Это сам природа так. Через лет 10 тут все красиво будет. Тоже бревна спилены. Вот просека в этом году прочищали тут. Перешли с одно сырое место. Первый тупик для Тулана. Но, как обычно, если он в тупике, он лает. Да, бревна. Спилено. И из-за того, что спутника снимают, то показывает, что просека очищены. Места хорошие тут. Один след глухаря только видел, по мху там прошелся. Отчетливо видно было следы. Уже устал оглядываться. Мерещится уже из любого дерева, как будто Тулан вылазит. Достал, блин. Явно понятно, что он не придет. Все равно жду. Там недалеко уже следующая вырубка будет. На этом бревне я каждый год пил чай. И сейчас кто вот этот очищал просеку вот эту. 2 чурки еще поставили. Они тут сидели, видно, курили, отдыхали. 2-я вырубка. Здесь ток был раньше глухариный. Ток разбили. И птица ушла отсюда все. Настреляли вдоволь в тот год, когда лес тут рубили. Здесь делянка тоже. Там ручей большой будет. Так, я тоже чай попью чуть-чуть. Иду по мертвой тайге. По-другому уже считать я не знаю, как считать. Мертвая тайга, потому что ни одного взлета. Вот сколько я уже иду. Старые ловушки. Когда-то я этим тоже занимался. Это мои промысловые участки. Все я это уже забросил, ребят. Душа тянет сюда. Прохожу раз в год. А чтобы заниматься ловушками, это бесполезное занятие. Труд. Это раньше у меня было желание в такую даль ходить, делать ловушки с утра до вечера. Когда попадает, ты идешь с тяжелым рюкзаком, возвращаешься, устаешь, убитый возвращаешься. А сейчас
заниматься промыслом. Это прошлое. Только воспоминания одни. Раньше все время хотелось больше территории. А этого не хватит. Перешли уже большой ручей. Я все перестал оглядываться. Бесполезно потом Тулан. Тулан, надеюсь, по своим, как сказать, по своему следу возвратиться в избушку. Все время оглядывается, может, белки. Да, были года, когда здесь кишела птица. Один раз я попадал такое, я не знаю, переход птица делала или что там, вот здесь именно где-то, в этом местности. Десятка глухарей было. Очень много их. За полдня сегодня уже ничего. Ну, не скажу, что полдня, но немало уже километров мы прошли. Это любительская охота становится у меня. Раньше себя считал профессиональным промысловиком, охотником, а сейчас любитель становлюсь. Просто отгуляю с ружьем, как по парку, как по городскому парку в тайге. Надеялся, что в этом году больше птицы. Но все получилось наоборот. Вот так, ладненько. Идем дальше, может что увидим еще. Путь еще у нас далекий.